В Усинске снят режим чрезвычайной ситуации. Тропический шторм обрушился на приполярный город, напомним, 16 июля. Ветер валил деревья, рекламные щиты и дорожные знаки. С 9 многоквартирных домов сорвало крышу. Не менее серьезные повреждения получили административные здания, больницы, полиция и самой мэрии. По решению внеплановой комиссии ПЧС на борьбу с последствиями разгула стихии было решено направить средства резервного фонда, в первую очередь, как подчеркивается, на ремонт кровли. Сейчас начаты работы по восстановлению. К слову, непогода в российских регионах стала одной из тем президентского совещания с членами правительства. Вспомнили там и про Усинск. Уровень воды в некоторых местах был не только критическим, но и рекордным. Давайте вот об этом поговорим. Евгений Николаевич, прошу вас. В июле текущего года в 9 регионах Российской Федерации прошли циклоны с ливневыми дождями, с градом, с усилением ветра. В ряде этих регионов были введены режимы чрезвычайных ситуаций. На сегодняшний день в Республике Коми оказывается помощь в ремонте поврежденной кровли в 8 многоквартирных домов с населением 280 человек. Отселение там не проводилось. Сейчас основное внимание федеральных властей приковано к обстановке в Забайкалье. Там ливни были не просто мощные, но и продолжительные, да еще сопровождались таянием снега в горах. В результате подтоплены оказались 30 населенных пунктов. А в Якутии и Красноярском крае режим ЧС из-за лесных пожаров. Там уже 276 очагов площадью 1,5 миллиона гектаров. Владимир Путин в этой связи потребовал от Минфина не затягивать с выделением средств пострадавшим регионам. Так, Якутия свои первые заявки отправила еще в июне, но им ведомство отказало, потому что, как пояснил министр Антон Силуанов, объем обращения не соответствовал уровню федеральной чрезвычайной ситуации. Может быть, так вот формально-то не стоило подходить. Вышли бы в правительство, обсудили бы ситуацию. Ну, зачем? И только время теряем. К тому же, правда? Может быть, как-то погибче к этому нужно подходить. Я прошу вас над этим подумать. Но и самое главное, не затягивать. Там же работать надо. Им деньги нужны. Дмитрий Анатольевич, посмотрите, пожалуйста. Напомним, в Коми штормовая погода в июле уже испытала на прочность Сыктывкар, Ухту и Усинск. Практически в каждом городе зафиксированы повреждения инфраструктуры, обнажились проблемы с ливневыми канализациями, но жертв и пострадавших нет. Режим ЧС для подключения резервных сил и средств использовали только власти Усинска.